Мы выработали на протяжении последних лет ряд определенных рабочих механизмов по взаимодействию с инвесторами иностранными на территории республики. Опыт между арабскими странами и Ингушетией по различным направлениям обсудили на совещании у главы региона. Полностью вот эта губа, она приросшая была к зубам. Открылись, Машка, ротик, видите, вы даже заметно то, что у него вот это все было. Будут как новенькие. В Ингушетии врачи университета имени Пирогова успешно оперируют маленьких пациентов. Возможно, на них местным властям, богословам и старейшинам удастся достучаться до молодежи и объяснить, что религия ислам не имеет ничего общего с терроризмом. Давайте жить дружно. Как мирным путем обезоружить агрессоров и унять их дурные намерения, обсуждали на сходе граждан в Далакове. Задержки вылетов на 2 часа и больше, отмена чартерного рейса теперь грозят авиаперевозчикам серьезным наказанием. Мы подготовили чапельгаш, ольгаш, есть кодоп. Рыжая осень богата на таланты. Залина Могушкова побывала на ежегодном фестивале студенческого творчества. Это новости 24. Добрый вечер. В республику прибыл генеральный директор Федерального управления почты России Николай Подгузов. Вместе с главой региона посетили отделение почты в Али-Юрте, которое недавно открылось. Николай Подгузов отметил, что почта – это место встреч людей. Сюда приходят не только за посылками, письмами и оплатить услуги, но и для душевного общения. Гендиректор управления подчеркнул, что развитие отделения – это в первую очередь и заслуга руководства региона. Сейчас мы активно развиваем финансовые услуги вместе с Почта-банком. И я надеюсь, что при поддержке, конечно, региона, вот мы сейчас ехали с директором филиала, разговаривали, больше половины отделений почтовой связи отремонтировано, приведено в порядок, да. Это очень серьезный показатель. Да? Отделения почтовой связи будущего открываются. Когда люди приходят, где люди там получают пенсии, где люди получают там какие-то бандероли, посылки, там, где отправляют что-то. И самое главное, что это именно флаг Почты России. И то, что мы сейчас открываем окна банка, почтового банка там, и Почты России, и мы здесь окно открываем, нет? Да, есть здесь окно почтовое. Да, поэтому вот здесь тоже. Вот это тоже мы, вот это один из таких, я тоже раньше это говорил, когда мы здесь работали с этим направлением, что именно это и есть как раз Народный банк. Также Юнусбек Евкуров и Николай Подгузов побывали в недавно построенном большом отделении столицы региона. Здание возвели за короткий срок ко Дню Республики. Здесь собраны все технические новинки, имеющиеся у Почты России на данный момент. Организован полный комплекс почтовых и коммерческих услуг. Гости осмотрели как само отделение, так и дополнительные структуры, такие как Почта-банк и административный блок. А сотрудники сравнительно молодого отделения поделились своими достижениями с начальством. У нас за 9 месяцев результаты по почтовому бизнесу мы выполнили план на 101%, по посылочному на 130%, по финансовому на 118%. За 9 месяцев мы перевыполнили план на 20 миллионов. При том, что у нас было запланировано 163 миллиона, у нас маленький филиал, мы выполнили на 183 миллиона. Вот, прирост к 2016 году, это так важно, да? По почтовому бизнесу 112%. По посылочному бизнесу 116% и по финансовому 118%. Вот. У нас удельный вес дохода 70% составляет финансовый блок. По подписке в России. Получить письмо или пенсию, отправить посылку, перевести денежные средства, приобрести билеты. Все эти операции осуществляются в почтовых отделениях. Надо отметить, что заметно сократились сроки доставки той или иной корреспонденции. Ну а качеством оказываемых услуг лучше поинтересоваться у самих граждан. Репортаж Даны Плиевой. У вас посылочка, да?
Муслим Аушев открытию нового отделения почты радуется не меньше самих сотрудников. Оно находится рядом с его работой, да и обслуживание здесь, по его словам, на высшем уровне. Почта мне нравится тем, что ее расположение хорошее, я вижу новый интерьер, все очень красиво сделано, очень хороший коллектив, и мне нравится то, что внедрили электронную очередь, что можно проще получать эти посылки и быстрее, в своем времени. Региональное отделение почты, начавшее работу всего год назад, уже завоевало большую популярность у клиентов. Не только благодаря доброжелательности сотрудников, но и качеству обслуживания. С помощью современных технологий здесь любые операции выполняются в кратчайшие сроки. Главная заслуга такой оперативности – электронная очередь, о которой так часто говорят и клиенты, и сами работники почты. Например, отправить хотите посылку. Нажимаете «Отправить посылку». Вам выходит чек, который он назовет, номер окна, подойдете туда. 20. Вот он называет. Подойдите к окну, номер 1. Сюда обращаются, чтобы перевести денежные средства, приобрести билеты, получить письмо. Но чаще жители приходят за пенсией. Еще один плюс – все операции могут выполняться в одном окне. Вне зависимости от уровня сложности занимает процесс около 8 минут. Ну а максимальный срок доставки любой посылки всего неделя. А по России максимум 3 или 4 дня. Более того, они доставляются и из других стран. У нас Китай, с Финляндии, с Италии, с России. У нас во всех регионах страны выдаются посылки. Вся корреспонденция от бандероли до письма располагается прямо за спинами работников. Это зовется адресным хранением, что позволяет быстрее забирать посылки. В компьютер вбиваются их номера, а также имя и фамилия клиента. Благодаря такому способу найти посылку не составляет особого труда. Вот посылка стоит под номером 114. Мы его сразу же находим и выдаем клиенту. Пропуская если наложка, пропускаем через компьютер, а нет, так выписываем извещение и отдаем посылку. Г03. Г. 03. 03. В отличие от сюжета мультфильма, скорости и оперативности работников почты можно только позавидовать. За 15 минут здесь успевают принять и несколько посетителей, а за день число клиентов может достигать около 60. И это минимум. Подарок, сделанный к 25-летию республики, оправдал себя во всех смыслах. В скором времени такие отделения откроются и в других районах Ингушетии. Дана Плиева, Мербек Миржоев, Новости 24. Сотрудничество в сфере АПК, туризма, образования и культуры. Таковы краткие итоги визита в республику 14 послов арабских стран. Что удивило дорогих гостей и какие перспективы открываются перед Ингушетией и арабским миром, расскажем в нашем следующем сюжете. Юнусбек Евкуров открыл заседание, обозначив особенности инвестиционного климата Ингушетии. Выгодное географическое положение, инженерно-транспортная инфраструктура, совершенная инвестиционная политика, нормативно-правовая база, налоговые льготы, темп роста экономики. Мы выработали на протяжении последних лет ряд определенных рабочих механизмов по взаимодействию с инвесторами иностранными на территории республики. عندنا من خلال عدة سنوات خطط العمل مع المستثمرين الأجانب. В том числе в вопросах, связанных как товарооборот, импорта товаров с арабских государств, так и экспорта товаров с Республики Ингушетия непосредственно в арабские государства. У нас есть определенные, в том числе и преимущества перед другими регионами, такие как конкурентные в сфере тесного взаимодействия. Это и выгодное географическое положение, и инженерная транспортная инфраструктура, и темпы роста экономики. На данный момент в регионе принято более 20 законодательных актов, направленных на создание преференций. Речь идет о полном освобождении от налога на имущество, на 95% от арендной пошлины на землю, снижении налога на прибыль. Мы регион, субъект Российской Федерации, и у нас все законы, они в обязательном порядке с учетом законов Российской Федерации. أما فيما يتعلق بالقوانين فنحن جمهورية تابعين لروسيا الاتحادية وندخل في قوام الاتحاد الروسي وكل قوانيننا هي مستمدة من القانون الفيدرالي الروسي. Но при этом российское законодательство позволяет регионам в рамках законов России создать определенные преференции, в том числе для инвестиционной привлекательности. ولكن التشريعات الروسية تسمح للأقاليم
مختلف الأقاليم أن يقدموا حوافز من برلماناتهم للمستثمرين الأجانب. Например, в том числе, как мы только что говорили, на 95% освободить от земельного налога инвесторов. مثلا تخفيض ضريبة الأرض إلى 95%. И начинающие компании или те компании, которые имеют финансовые проблемы, трудности, дать им возможность каникулы налоговые, полностью освобождать налогов на 3-5 лет. وأيضا نستطيع أن نقوم بإعفاء الشركات التي لديها مشاكل مالية إعفائهم من الضرائب بشكل كامل إلى 2 و3 سنوات تقريبا. И другие преференции, которые не противоречат законам Российской Федерации. ولكن وهناك أمور أخرى حوافز أخرى ولكنها لا تتعارض مع التشريعات الروسية الموجودة. У нас уже сегодня на территории республики работает более 5 организаций предприятий, местные производители, которые имеют такие преференции. Посол Йеменской республики в Российской Федерации Ахмед Салем Аль-Вахейши поблагодарил Юнусбека Евкурова за приглашение и оказанный прием. Он отметил развитие тесного сотрудничества между арабским миром и Российской Федерацией и готовность к расширению взаимодействия в дальнейшем. То, что здесь очень красиво, и погода, и климат, мы это сразу заметили, как только приехали сюда и по данной презентации. И, конечно, те вопросы, которые здесь прозвучали от моих коллег, мы получили полную, очень даже хорошую, значительную информацию по вашему региону. И, конечно, то окошко, которое стимулирует потенциальных инвесторов, это, конечно, и ваши налоговые преференции, и, конечно, прекрасный климат, плодотворные земли, которые есть в Республике Ингушетия, и они, конечно, найдут очень положительную такую реакцию в арабских странах, и я думаю, все ваше производство, ваши продукты будут с огромной радостью приняты там. Также на встрече обсудили возможности обмениваться опытом между арабскими странами и Ингушетией по различным направлениям. Его превосходительство Мухаммеда Али Шихи из Тунисской республики интересовал обмен культурным, образовательным и туристическим опытом, а господина Надира Юсифа Эль-Таеба Бикера из республики Судан – оздоровительный отдых в Ингушетии. Что касается культурного взаимоотношения с арабскими странами, на какой стадии находятся вот эти культурные отношения? Есть ли такая возможность, чтобы наши люди приехали и взяли у вас опыт в области туризма? Мы знаем, что в последнее время количество студентов, которые приезжают в Российскую Федерацию обучаться, увеличивается. Есть такая возможность, чтобы наши студенты могли приехать к вам и обучаться в ваших вузах. Мы знаем, что это начало наших взаимоотношений. Если здесь будут наши студенты обучаться здесь, и здесь они могут закрепиться и также развивать наши двусторонние отношения. Глава региона гарантировал готовность приема в НГУ студентов из зарубежных регионов. Есть у нас возможность, у нас великолепный университет, Ингушетский государственный университет, который состоит из 5 факультетов, и получать там образование по линии и медицины, и образования, и филологии, и юридического, и экономического направления. فيما يخص التعليم نعم يوجد لدينا جامعة فيها 5 كليات في كلية العلوم والإنسانية وكلية الحقوق وإلى ما هنالك ونستطيع أن نعمل إما عن طريق وزارة التعليم أو بشكل مباشر. И наличие иностранных студентов в университетах, любого университета Российской Федерации, это и приветствуется, и рейтинг университета становится выше. دائما نرحب بوجود الطلاب الأجانب وعندما يكون في أي مؤسسة تعليمية طلاب أجانب هذا يرفع من أسهم هذه المؤسسة. У нас учатся ряд студентов с ряда государств иностранных, поэтому мы готовы в том числе и принимать студентов с Туниса. Завершилась встреча обменом памятными подарками, торжественным приемом, а также приглашением господина Абдель-Хафиз Нафаль, адресованным Юнусбеку Евкурову, посетить в начале будущего года мечеть Аль-Акса в составе делегации, отправляющейся в Иерусалим. Юсуп Гелесханов, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рамазан Ахильгов. Новости 24.
В Ингушетии в новые квартиры в этом году переселятся около 800 семей из оползневой зоны и Чеченской республики. Завершение 2 федерально-целевых программ на территории республики, рост промышленного производства, развитие сельского хозяйства обсудили накануне на встрече президента страны Владимира Путина и главы Ингушетии Юнусбека Евкурова. Это не просто цифры, реальные факты обустройства и обеспечения благополучия граждан страны. Репортаж Лейлы Гайсановой. Хозяевам новых многоэтажек на Зране не терпится осмотреть свои квартиры. Мария Марчакова не может скрыть эмоции. О такой просторной кухне женщина мечтала давно. Принимать гостей, разместить кого угодно можно. Так что кухня ходит, прохожка хорошая. Детский смех, музыка, заразительные улыбки и разноцветные шары. Жители 3 новых многоэтажек в новом микрорайоне Назране еще летом отметили долгожданное новоселье. Благодаря реализации ФЦП собственные квартиры получили более 300 семей, вынужденных переселенцев из Чеченской республики. Мы все время снимали квартиру с тех пор, как переехали с Чеченской республики. Сейчас радости, я не знаю, нет предела радости. В декабре 2016-го уже был открыт один из домов по той же программе. Тогда жилье обрели 90 семей. В новые квартиры в этом году переселятся около 800 семей из оползневой зоны и Чеченской республики. О завершении 2 этих программ Владимиру Путину доложил Юнусбек Евкуров в ходе рабочей встречи. До конца этого месяца мы переселяем почти 800 семей, это более 8 тысяч человек. И до конца декабря переселяем уже оползневую зону, почти там 7,5-8 тысяч человек. Также по итогам текущего года по индексу промышленного производства прогнозируется рост на 109%. Этому способствовали открытия в регионе ряда объектов. Здесь почти никогда не утихает шум моторов. Рабочие трудятся посменно, чтобы успеть выполнить крупный заказ в назначенный срок. За день завод полимерных труб выпускает около 50 тонн продукции. Гарантия службы этих труб почти полвека, потому и используют их как для водоснабжения, так и газовой промышленности. С момента открытия завода прошло всего лишь 2 года, но они уже успели увеличить объемы производства до 7 тысяч тонн сырья в год. Весь СКФО мы, в принципе, уже обеспечиваем нашу продукцию. Ряд промышленных объектов республики этой весной пополнил и новый завод по производству отопительных радиаторов. Аналогов завода по производству алюминиевых биметаллических радиаторов отопления еврокачества нет на территории СКФО в Южном и Крымском федеральных округах, что позволяет обеспечить рентабельность предприятия. Продукция, которая будет выходить с предприятия этого завода, будет востребована на строительных площадках, на девелоперских проектах в нашей стране. Кроме того, растут и показатели и в других промышленных отраслях. Индекс промышленного производства у нас растет в последнее время. Основное влияние на рост данного показателя оказывает обрабатывающее производство. По темпам мы занимаем 1-е место по СКФО, по обрабатывающему производству. По индексу промышленного производства прогнозируем где-то 109 рост. Мы открыли завод радиаторный, швейное производство, завод полимерных труб уже работает. По индексу сельхозпроизводства мы где-то прогнозируем рост где-то 107-108%. В Ингушетии активно развивается фруктовое садоводство. Сад-гигант является инновационным проектом с использованием передовых технологий производства фруктов. На данный момент здесь выращивают 14 сортов яблок. Сегодня 600 гектаров сада, еще 200 гектаров закладываем. Через 2 года будет 1100 гектаров, и мы закрываем проект. 60 тысяч тонн передвижения ОРЦ. Центр, который будет хранить, принимать, обрабатывать, перерабатывать, отпускать яблоки, фрукты, овощи, картофель, лук, мясные и молочные продукты. Все для этого сделано. Из 60 мы запустили 36 тысяч в этом году поэтапно. И через год остальные 25 тысяч мы запустим. Что касается сельского хозяйства, в этом году ингушские аграрии собрали зерно на площади более 20 тысяч гектаров, более 50 тысяч тонн. Таков объем намолоченного зерна, в том числе и озимой пшеницы, которая составляет более 38 тысяч тонн.
А мясомолочный комплекс под говорящим названием «Молоко Ингушетии» планирует выдать в этом году 5,5 миллионов литров молока и 1000 тонн мясной продукции. Он уже успел завоевать местный рынок. На сегодняшний день в комплексе насчитывается порядка 1500 голов крупнорогатого скота. Аграрии запустили свой перерабатывающий молочный завод мощностью 24 тонны готовой продукции в сутки. Объем производства продукции в прошлом году, если в действующих ценах у нас составил 7,8 миллиардов рублей, то в этом году мы планируем получить продукции на 8,5 миллиардов рублей. Это что составляет примерно 107,6%. Это у нас, как мы знаем, фрукты, сад-гигант, это картофель, это зерновые, которые мы в этом году получили. Несмотря на все неблагоприятные условия, мы по зимам вышли на очень прекрасные результаты. Ингушетия договорилась и с саудовскими инвесторами о реализации проекта в сфере поставок сельхозпродукции. В этом году в Эр-Рияд может быть поставлено до 20 тысяч тонн яблок, 30 тонн меда и вода в больших объемах, а также овощи, выращенные в тепличных хозяйствах. Лейла Гайсанова, Новости 24. Маленьким пациентам со сложными патологиями проводят операции в рамках благотворительной акции «Красивые дети». Отбор больных с дефектами челюстно-лицевого аппарата провел профессор кафедры пластической хирургии университета имени Пирогова, доктор медицинских наук Геннадий Гончаков. Сложные операции проходят совместными усилиями профессора и местных хирургов. Для них это возможность перенять опыт, ну а для малышей шанс на новую жизнь. Репортаж Мадины Пугоевой. Больничным коридорам и запаху лекарств 4-летний Исмаил Мистоев уже привык. Врожденный диагноз «заячья губа» доставлял маленькому пациенту немало хлопот. Первое оперативное вмешательство по коррекции дефекта Исмаилу провели, когда ему исполнилось всего пару месяцев. Третью по счету операцию он перенес буквально накануне. Проблема была в том, что вот некоторые звуки у нас плохо выговаривались, а в принципе вот эстетический вид, он у нас уже был восстановлен еще в раннем детстве, до года. Полностью вот эта губа, она приросшая была к зубам. Откройте, Машка, ротик, видите, вот даже заметно то, что у него вот это все было. Сейчас ему все это исправили. Исмаилу повезло, операцию ему провел профессор и начальник Центра челюстно-лицевой хирургии Московской центральной клинической больницы Геннадий Гончаков, который приехал в республику в рамках соглашения, заключенного с Минздравом Ингушетии. Но эта операция лишь одна из стадий лечения маленького пациента. Убрана была нависающий край, частично был убран мягкие ткани, за счет этого была и рубцовые были рубец. Предстоит еще коррегирующая операция. Нужно будет сделать нос, нужно будет переделать губу. Да, но это не раньше 6,5 лет. Таких операций за эти 2 дня профессоры из Москвы и наши врачи челюстно-лицевые хирурги провели еще нескольким больным. И хотя ингушские медики уже проводят подобное оперативное вмешательство самостоятельно, такой мастер-класс от высококвалифицированного врача принесет немало пользы, уверены они. Позаимствовали опыт, Геннадий Васильевич все комментирует, демонстрирует нам, мы очень благодарны ему. А в будущем мы поедем туда, в город Москву. Есть уже дети отобранные, которые нуждаются в тамошней операции с технологией и с оборудованием, с аппаратурой. Будем там учиться. Результат совместного хирургического вмешательства налицо. Еще один оперированный накануне ребенок и довольная мама. У Хамзата Баркинхоева необычная патология лица. Мальчик родился с деформированным твердым и мягким небом. Один из этапов коррекции так называемой волчьей пасти прошел успешно. Мать Хамзата не верит своим глазам, вспоминает, с каким трудом ей давался уход за ребенком. Первые 3 месяца вообще. Дедуач бисписуач киставер. Сахадж педиатра хатулыш холыш ухаживать чуадиато. Операция чуктадича ахтасу. Первый этап взяли это истьян. Алхамдулилlah яхдир. Подобных историй в стенах детской республиканской клинической больницы видели немало. Для развития детской хирургии и оказания качественной высококвалифицированной помощи детям в медучреждении есть все условия. Успешно функционирует отделение реанимации и анестезиологии, рассчитанное на 12 коек. ИВЛ, подведенный кислород, вытяжки, приточно-вытяжная система, которая подготовлена. Плюс ко всему у нас даже есть ожоговая кровать для детей с ожогами. Но в данном случае после оперативных вмешательств, если это оперативное вмешательство продолжается более 1,5 часов, эти дети поднимаются в реанимацию, их там наблюдают в течение определенного времени и, конечно же, их потом переводят в основное профильное отделение.
Впрочем, переводить сюда маленьких пациентов, оперированных в рамках акции «Красивые дети», еще не приходилось. Доктор медицинских наук Геннадий Гончаков не просто оперирует сам, но и делится накопленным опытом с нашими врачами на примере самых сложных и запущенных случаев. Мастер-классы с визитом профессора к нам в республику и выездом ингушских медиков за ее пределы пройдут еще не один раз. Минздрав Ингушетии планирует плотнее заняться развитием детской хирургии в регионе. По направлению и травматология, ортопедия, и общая хирургия, и челюстно-лицевая хирургия, и различные рода соматические направления. Это эндокринология, пульмонология, это педиатрия общая, различного рода направления. Конечно же, есть план по совершенствованию, по наращиванию опыта и той помощи, которая будет оказываться нашему детскому населению. Консультации больных и отбор пациентов на оперативное вмешательство в детской больнице пройдут 9 и 10 ноября. Ингушские врачи проведут еще несколько операций под руководством профессора из Москвы Геннадия Гончакова, а после и самостоятельно будут оказывать маленьким пациентам республики квалифицированную хирургическую помощь. Мадина Пугоева, Рахман Цуров, Новости 24. Предстоящие спортивные соревнования в регионе обсудили в правительстве. Первое мероприятие, международный турнир М1 Челлендж «Битва нартов», состоится 24 ноября 2017 года в 17:00 во Дворце спорта «Магаз» имени Берда Евлоева. Определен состав участников турнира. В общей сложности намечается 12 поединков, 7 из которых проведут представители нашей республики. Турнир проводится в 4-й раз на территории Ингушетии. Подготовка идет в соответствии с планом. В турнире планируется участие спортсменов из Бразилии, Франции, Азербайджана, Канады, США, Украины, Словакии и России. Бой за титул чемпиона М1 Челлендж в полулегком весе состоится между Иваном Бухингером, Словакия, и Хамзатом Далгиевым, Республика Ингушетия. Второе спортивное мероприятие – вечер профессиональных боев по боксу «Герои ринга», приуроченный ко Дню Героев Отечества. Состоится 9 декабря текущего года в 17:00 во Дворце спорта «Магаз». Сейчас ведется работа по определению состава участников боев. Планируется участие спортсменов из различных регионов России, а также Аргентины, Филиппин и Абхазии. Также в рамках совещания обсудили подготовку к 5-му форуму СМИ, который проходит в республике с 30 ноября по 2 декабря этого года. В различных информационных пабликах сети интернет появились обращения, где жители призывают собраться на несанкционированный митинг в Магасе. Подобную активность прокомментировал секретарь регионального совбеза. Ахмед Зейтов призывает не поддаваться на провокации заговорщиков, не идти на поводу у организаторов этого мероприятия. Я хотел бы обратиться к населению республики, к той здоровой части населения, чтобы они не поддавались на эти провокации, особенно к молодежи. Те деструктивные силы, которые сегодня вбрасывают вот эту информацию, они даже не находятся на территории Республики Ингушетия, может быть даже и на территории Российской Федерации. Эти люди находятся за пределами нашего государства и где-то отрабатывают свои грязные деньги путем вброса информации, негативной информации, в том числе и о государственных структурах, о органах государственной власти республики, о тех позитивных процессах, которые происходят сегодня на территории Республики Ингушетия. Информация, которая сегодня вбрасывается в социальные сети, это в Инстаграме, она от неких духовных лидеров, от имамов якобы. Но никакого отношения эти духовные лидеры и эти имамы, которые якобы призывают к проведению несанкционированных действий, не имеют к данным процессам. И опять-таки вопрос возникает, кому все это нужно? Если сегодня мы видим те процессы, которые происходят в республике, позитивные процессы, они кого-то не устраивают, и обязательно кому-то нужно подкинуть деготь. Но я думаю, что многие молодые люди поймут, что это специально их раскручивает, что это обман, что это провокация, и что их вовлекает опять-таки в очередную братоубийственную, братоненавистную войну в республике. Хотел бы предостеречь тех, кто сегодня думает, что если они под различными какими-то никами и под вымышленными псевдонимами выкидывают эту информацию, что они останутся незамеченными, что их не выявят, что их не установят, это неправда.
весь спектр технических средств и мероприятий, которые сегодня находятся в органах государственной власти, в правоохранительных органах, будут применен для того, чтобы установить этих людей, привлечь их к ответственности согласно закону. А тех молодых людей, которые сегодня каким-то образом ошиблись, оступились, просьба, еще раз подумайте, кто вас призывает. Неизвестно кто, неизвестно откуда и неизвестно для какой цели. Есть над чем задуматься. Галгаметла Адарас. Духдашу кегинах мехкой. У эхерден ножка ве мех хатыр это метиге. Хал хатырыш хан метиге ве массыва мех мелаж вош сагади хуна. Атка жнех дог дух дежди хуна. Чау ди хуна хат. Ног дош хан хамаж латвин. Sen diyeceğiz duhavin tahan keginah arı buluş. Ya Allah ruzbun dedi kuanır di. Ruzbun dinah ruzbu diye arı diyen di. Naha nogli yegive yoksa nah mola ıjbali. Kegiş nah dihir derse. Şodukda keginah ihmeli. Eggir uizvimi doğru der. Şodu şu an xatsı hoca. Şu an dedik ham kıtısı deji. İhi deli di Allah yok eli diyorsun. Sar hayajlı çamağı. Su bak hitti diyorsun. Sahamın tehdi ali ihlu şu. Bakıl ihmeli. Şey diyaştı balmı bi. Şey nuanoşt balmı bi. В общем, да или я шел, والله بق متشوانا شوانا دي هن شو ديكش نيات قدوشن هم توال دوش مت جيلر هم باتشون اشتغل شو بريزوات ليش болнах. Но цхак бق цхабق да шо призывать мелдеш болнах. Аду бок онсане законы жди Российской Федерации. Ценца предусмотрен мелёжу мерж в отношении них принятия гель бق дашуан адлу. Цыгыч арадуш хак безнаказанно хак утежда утежни санкционированный митинг жеш. Цыду ахамажду цыжнах да ухтубе аш бق дашчан. Соверши социака дихр дашинг да илый дай мы бишен, ну оно мы бишен. Я Allah всем буду жухался, сыфык алды сатхах, мало хамду хасук дияхр, мало низм бухасаган тхунт илатиждар дихан, мало фуди йоха унахен илыя уаш каждый шо ахен, шо дадохи, шо ан пейк духаху бушан беркат духаху дышан. Агрессия, неоправданная жестокость, подменные ценности, обманутые надежды – все это реальные последствия террора и экстремизма. Люди в одночасье, решившиеся на абсолютное зло. Как к ним относиться, здоровому обществу? Попытаться понять, простить, подавить или предупредить. Разобраться в проблеме пытались на сходе граждан в Далакове. Жители сошлись во мнении, что проведение профилактики в недопущении подобных событий – это вынужденная обязанность гражданина. Ирина Цичуева продолжит. В череде последних событий, нападений на пост и теракт в Яндере, эти многочисленные встречи в разных населенных пунктах республики скорее необходимость. Возможно, на них местным властям, богословам и старейшинам удастся достучаться до молодежи и объяснить, что религия ислам не имеет ничего общего с терроризмом. И что священный Коран один, и толкование его тоже должно быть одинаковым для всех. Убивать, приносить боль и мучения людям не призывает ни одна религия в мире. Собравшиеся здесь уверены, нашему гордому и столетиями доказавшему свое благородство народу не нужны подобные страницы в истории. Республикан диона балбы терроризм. Для кого-то брат, кому-то сосед, друг и, наконец, просто ингуш, который только начинал жить. И, возможно, сделал бы многое как для республики, так и для своей семьи. Собравшиеся в зале последнюю новость о погибшем сотруднике приняли с огромной болью. Многие признаются, что виной всему неправильное пользование интернетом, толкование религии, ведомость многих молодых людей, которые уверены, что идут по правильному пути. Надо призывать нашу молодежь, чтобы не поддавались влиянию экстремистских течений, идеологов. Надо воспитывать их. صار أروع شيء داز نانس حيخر دي ما أروعتش أنت ناش مواغس ذلك حقيقة لي تختان وسودا هذا كات طبخ شرفوال صار غلادوخ صار أنا حقيقة. Нужно, чтобы каждый раз мы все собирались, все обсуждали те вопросы, которые скапливаются, все, что происходит в нашей республике. И путем все, что происходит в нашей республике, можно решить только путем диалога. Собравшиеся старейшины уверены, что во многом виноваты и отсутствие ценностей. Если бы нынешняя молодежь понимала, как в 92 году ингуши со слезами на глазах радовались, что отныне у них есть своя республика,
республика. Одного этого было достаточно для счастливой жизни. Но сегодняшнее настоящее совсем другое. Есть школы, детские сады, фоки и много возможностей себя реализовать. Помимо прочего, на сходе привели реальные цифры совершенных преступлений экстремистской направленности. Также затронули тему аптечной наркомании и правонарушения, совершенных несовершеннолетними. Собравшиеся договорились, что подобные встречи будут проводить чаще. Рита Цычоева, Рамзан Миржоев. Новости 24. Акция «Наше дерево», организованная партией «Единая Россия», стартовала сегодня по всей стране. Жители многоквартирных домов выходят на улицы, чтобы озеленить собственные дворы. В Карабулаке, на улице Асканова, которая была благоустроена еще полгода назад в рамках программы «Городская среда», к местным жителям присоединились глава региона и председатель парламента. Они посадили здесь первые деревья. Можно Народный фонд притопчет и будет участие. Народный фонд польет. Хорошо. Бисмилля, не поливай. Так, это держи. Бисмилля. Акция прошла и в Назране. Там уже единороссы вместе с жителями высадили порядка 20 саженцев. Мы решили совместить эти мероприятия, провести эту акцию в тех дворах, благоустройство которых проходит в рамках федерального партийного проекта «Городская среда». Мы видим, что благоустроен двор, проведены какие-то работы. Мы решили, посоветовавшись с жителями этого двора, посадить сегодня здесь зеленое насаждение. Если, конечно, каждый человек посадил бы вот в этот день по одному деревцу, наверное, весь город был бы озеленен. Многочисленные задержки вылетов на 2 часа и больше, отмена чартерного рейса теперь грозят авиаперевозчикам серьезным наказанием. А позаботится об этом Минтранс страны. Проектом предусмотрено ограничить чартерные рейсы компаниям, у которых 20% от всех чартеров в месяц были задержаны или отменены. При этом плохие погодные условия учитываться не будут. Основанием для ограничения рейсов может стать и невыполнение полетов по указанному в допуске маршруту в течение 2 и более сезонов. Нормы эти разработаны для повышения ответственности авиаперевозчиков. Защитить свои персональные данные в интернете теперь возможно с новым кодексом добросовестных практик. В региональном управлении Роскомнадзора документ подписали с участием представителей государственных и муниципальных органов власти, операторов связи, учреждений образования, здравоохранения и культуры. Это свод правил и принципов для компаний и организаций, которые работают в интернет-среде. Цель документа – защитить государство, общество от угроз, связанных с развитием информационных технологий, и создать максимально безопасное цифровое пространство. Уже давно настала необходимость, я думаю, вы со мной согласитесь, упорядочить свое присутствие в интернете и сделать его максимально продуктивным и, наверное, реализовать тот принцип, по которому веками, тысячелетиями живет медицина – не навреди. Вот мы не должны никаким образом навредить ни себе, ни тем людям, чьи данные мы размещаем. Сегодня интернет несет в себе, помимо нарушения персональных, связанных с нарушениями в сфере персональных данных, в том числе несет в себе огромные опасности, связанные с распространением экстремизма, распространением сведений, наносящих ущерб морально-нравственной стороне жизни нашей молодежи. Я думаю, вот такая совместная работа и позволит нам минимизировать отрицательные последствия, которые проявляются в последние годы в этой очень важной, значимой сфере нашей жизни. Вот данный кодекс, он позволит упорядочить взаимоотношения в интернете всех участников, всех пользователей соцсетей. И, конечно же, вот тот фильтр, тот контент фильтрационный, который будет установлен, он позволит наблюдать за поведением детей в интернете, за предупреждением, за выявлением опасных каких-то тенденций, опасных каких-то влияний.
Разработанный Роскомнадзором кодекс впервые был подписан прошлой осенью в Москве на 17-й международной конференции. Тогда подписи под документом поставили более 30 российских организаций и коммерческих компаний. Кодекс разработан в результате роста рынка киберпреступлений. Объем ежедневных хищений хакерами в стране оценивается почти в 7 миллионов рублей. Основная цель этого кодекса на то, чтобы люди порядочно относились к сети интернет, общались между собой, как бы соблюдая, скажем, рамки приличия. Есть такое понятие вообще, вот сетикет. Поведение, этика, поведение человека в сети. Так вот, был вот этот кодекс и призван, на наш взгляд, призвать всех граждан обращаться добропорядочно и порядочному общению в сети интернет между собой и, прежде всего, к конфиденциальной информации, к личной информации и к персональным данным. В Ингушском государственном университете прошел ежегодный фестиваль студенческого творчества «Золотая осень». В программе фестиваля около 9 номинаций, в которых конкурируют между собой все факультеты университета. Залина Магушкова расскажет об этом подробно. Когда сверлит подолгу память, осень кроет своим крылом, забирая все то, что осталось, все, что мучает перед сном. Все стихи и песни на фестивале студенческого творчества посвящены золотой осени. Вдохновленные этим сезоном года, ее неповторимыми пейзажами, участники намерены набрать максимальное количество баллов на конкурсах «Поэтический подиум» и «Музыкальная шкатулка». Тем временем жюри и студенты оценивают ярмарочные столы. Все факультеты старались придумать что-то необычное, чтобы именно их работа отличалась и выделялась на фоне других. Чтобы не брать обычный букет, мы подумали, что они будут везде, и поэтому мы сделали 3D-картину. Что касается также фруктов и овощей, мы сделали букеты, которые могут не только украсить стол, но их можно и подарить. То есть они будут приятным презентом. Когда мы готовили еду, мы подумали, что нужно сделать немного национальный акцент. То есть мы подготовили чай-пельгаш, ольгаш, есть кодор. И решили принести самовар, так как в старину именно из самовара пили этот чай. Он на углях, он рабочий. Будущий медработник Мадина Буружева со своей командой подошла к оформлению своего стола с другой точки зрения. Здесь все, что дарит природа для укрепления здоровья. Фрукты и овощи, где больше всего витаминов. Ведь осень не только золотая, но и порой очень холодная. Все очень символично, в который входят все продукты осенние. Это морковь, лук, свекла, картошка, вплоть даже до украшения граната. Это комплекс витаминов, к примеру, все овощи, которые входят в этот овощной торт, это комплекс витаминов, который укрепляет организм, что очень важно в осенний период, когда наступает хандра, именно апатия, потому что гранат поднимает настроение. Фестиваль студенческого творчества «Золотая осень» в ИНГУ проходит каждый год. В нем принимают участие все факультеты университета, в том числе медицинский, филологический, агроинженерный и химико-биологический. В рамках фестиваля представлены 9 конкурсов по самым разным направлениям. К примеру, в номинации «Цветочная симфония» необходимо представить букеты из живых цветов. В конкурсе «Чудо-овощ» студенты проявили всю свою креативность в оформлении композиции из овощей. У нас есть ежики фруктовые, мне кажется, ни у кого не найдутся именно таких. У нас есть много солений, варений, все домашнее, все вкусное. Труд участников конкурса оценивает судейская команда, в составе которой не только представители университета, но и привлеченные спонсоры. Они и будут решать, кому вручить ценные подарки. Конкурсное жюри при оценке творчества учитывает несколько критериев. Если есть креативность, да, если есть фантазию, как проявили девочки, если они постарались, да, сделали, там, подошли творчески к процессу, да, соответственно, если работа у них именно тематики осенней, да, принадлежат, и плюс их старания. Я рада, что наше подрастающее поколение талантливое и успевает не только учиться, но еще и какое-то хобби у них есть, да, дополнительно, и они развивают себя, да, в творчестве тоже. Кроме того, на фестивале представлены картины и фотографии на осеннюю тематику. Творческие способности ребят оцениваются по 10-бальной шкале. Подводя итоги конкурса, жюри суммирует все баллы и выявят лучший факультет этой осени. Залина Магушкова, Хаваш Гойгов, Новости 24.
Не знающий поражений ингушский файтер Абубакар Мистоев бросит вызов любимцу местных зрителей Алексею Махно. Битва двух ярких ударников состоится в рамках грандиозного международного турнира по смешанным единоборствам М1 Челлендж 85. Бойцовский вечер пройдет завтра в Москве на арене спорткомплекса «Олимпийский». 5 боев, 5 уверенных побед, добытых в зрелищных и красивых поединках. Таков боевой путь двукратного чемпиона России по карате Абубакара Мистоева на турнирах, проводимых под эгидой М1 Global. Дважды он участвовал в битве в Назране, дорога в М1, и 3 раза выходил в рейдж М1 Челлендж. Сейчас Мистоеву предстоит схватка с самым опытным противником за всю карьеру. Подготовку к турниру Абубакар проводит в Омске, в авторской школе «Шторм» у Александра Шлеменко. Последние свои 3 боя перед своими боями я ездил именно сюда, потому что тут очень много разнообразных, как я говорил, спарринг-партнеров. И такие бойцы, вы сами знаете, очень именитые. От них можно вырасти как боец. И они тебе как поставить грамотный план на бой. И просто надо соблюдать этот бой, и все, победа в кармане, можно сказать. Это самый такой серьезный соперник моей карьеры. Это как бы для меня испытание предстоящее. Вот. По сопернику знаю, он намного опытнее меня. Не на плохом рекорде в М1. Вот. Так, видел его бои. Неплохо бьет руками и ногами. Первая часть подготовки именно проходит здесь. Думаю, к концу подготовки подготовлюсь на все 100. Ну и в завершении. НАСА и компания Hubert Technologies Inc. в среду подписали соглашение о совместной разработке проекта летающих такси на электрической тяге. Испытания новой модели передвижения по городу начнутся уже в 2020 году. Первым городом, в котором появится сервис Uber Air, станет Лос-Анджелес. Немного позднее к нему будет добавлен Даллас. К летним Олимпийским играм 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе, жители города уже будут активно пользоваться летающими такси, передает Интерфакс. Предполагается, что Uber Air будет доступным вариантом, поскольку переход на электродвигатели существенно снизит себестоимость сервиса по отношению с вертолетными перевозками. Добавлю, что в партнерстве с НАСА компания также будет разрабатывать новую систему управления воздушным движением, но уже без участия человека. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.